Цель проекта «Школа молодого политика» – получить не только теоретические знания о политических процессах, но и узнать изнутри, на месте увидеть, из чего складывается политическая жизнь Абхазии. Все теорию знают, теория политики, теория политических процессов, проблемы, связанные с политическими процессами, но очень мало кто знает изнутри, что такое политический процесс Абхазии. Мы хотим, чтобы наши молодые люди знали не только в теории, что такое политика, политические процессы, но чтобы изнутри знали, чем занимается городское собрание, чем занимается народное собрание, чем занимается ЦИК, чем занимается наш кабинет министров. То есть мы очень надеемся, что вот так нас примут, и мы будем знать, кто чем занимается. В проекте принимают участие студенты, юристы, экономисты, международники, историки. Принимает участие и работающая молодежь. Председатель Сухумского городского собрания Константин Пиля рассказал слушателям о работе горсобрания. В течение года бывает столько разных проблем, городских, аварийных и всех остальных, чаяния людей. На это очень трудно повлиять депутатам, поверьте. Потому, наверное, очень много, я корпусом говорю, я второй созыв, и новые коллеги, когда почему так? Я вам говорю, смотрите, коллеги, сколько до вас было депутатов, шестой созыв, 25 человек, было 16, Рома Мас. Где эти люди? Ведь люди не избирают на своих участках кого-то нехорошего, всегда избирается лучший, наиболее, кого люди знают, кому они верят. Всегда он получает наибольшее голосов, и обычно он выигрывает. Такая практика. По-другому у нас не получается. Они не смогли себя проявить толком, не получается. Законодательство не дает таких мер. Депутатам полностью то, что у вас на душе, то, что ваши чаяния, то, что вы планируете. Я вас немножко расстраиваю, но я хочу, чтобы вы понимали реалии. И потому, на самом деле, в течение года будет обращение очень трудно. Все у нас финансировано. И закон я перед вами положил. Там статья 15 говорит о полномочиях депутатов. Полномочия тут расписаны. Но далее в этом же законе есть полномочия администрации. Там все намного расширено. Там единоначалие, там направление средств, все финансирование, все на усмотрение главы администрации, на усмотрение самой администрации и чиновников, которые назначены на те или иные должности. Депутатам очень трудно что-то пробиться, но при всем силой характера, совместными тут решениями, немножко торгом, нормальным политическим торгом. На встрече обсудили как политическую, так и экономическую ситуацию в республике. Депутаты рассказали о годовом бюджете города, о проделанной работе и о проблемах, которые необходимо решать. Каждый депутат должен состоять как минимум в 2 комиссиях. И в рамках этой комиссии, естественно, поступают различные вопросы и с администрации, и со стороны наших жителей. Мы их рассматриваем, выносим на очередное заседание и там уже принимаем решение. То есть мы больше привязаны к нашим жителям. Мы простым языком представители нашего района, города в городском собрании. Участники проекта «Школа молодого политика» выразили надежду на то, что встречи с депутатами и представителями политической элиты страны станут традиционными, так как, по их мнению, необходимо перенимать накопленный опыт. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.